Всем добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Сегодня я бы хотела поговорить о кризисе, который у нас наступает не только в республике, но и вообще в стране в целом. Да? Но нас, конечно, интересует сегодня ситуация, которая связана с нашей республикой, с республикой Саха. Социальный кризис связан с задержками зарплат и угрозой массовых увольнений. И мы уже, к сожалению, видим первые признаки этого кризиса. В последнее время очень часто поступают новости о том, что происходит массовая задержка зарплат. В частности, у коммунальщиков. Задолженность по зарплате, например, в ГУП ЖКХ превысила 124 миллиона рублей. Также в открытом доступе появился документ, который касается спасательной службы. Пожарных предложили отправлять в неоплачиваемый отпуск до конца этого года. И еще одна новость была о том, что в скором времени будет сокращен и очень сильно аппарат чиновников и также государственные СМИ. Видимо, под сокращение попадут журналисты, так называемые, да. Вот что пишет Телеграм «Пряная Якутия». Планируемые изменения ударят по руководству республики. Об этом уже в открытую стали говорить госслужащие. Например, чиновников класса А, возможно, лишат служебного транспорта. В ГБУ «Автобаза» на полном серьезе коллективу предложили принять один из трех вариантов сокращения затрат на содержание персонала. Первый вариант – из 280 человек сократить 110, то есть почти 40%. Второй вариант – сохранить коллектив, но предложить работникам работать 3 месяца, а на остальные 9 месяцев отправить их в отпуск без содержания. И третий вариант – сократить численность штата на 54 человека. Остальные возьмут отпуск без содержания на полгода. Далее поступило сообщение еще одно из мира уже науки. Работающие в институтах ЯНЦ, это научный центр Якутский, да, получили письма от руководства, что им нужно написать заявление о переводе на 0,1 ставки на 3 месяца. Это касается и докторов наук. Понятно, что люди очень расстроены, всем придется жить на мизерную зарплату долгих 3 месяца, пишется в сообщении. Далее неизвестно, как будет. Теперь опять же о пожарных. Пожарные части, сообщение такое было, да, относящиеся к республике, находятся сейчас в крайне тяжелом финансовом состоянии. Их предупредили, что в декабре они не смогут, уже в декабре этого года они не смогут получить зарплату, так как в бюджете нет денег. И всем предложили оформить отпуск без содержания. Но вообще все, что я прочитала, все эти новости, которые на сегодняшний день приходят из республики, это называется скрытая безработица. Власти конкретно не хотят говорить о том, что у них нет денег платить зарплаты, открыто не хотят об этом говорить, да, и поэтому людей таким образом отправляют, оставляют без денег. Вот, дальше новость, которая пришла из российских СМИ. В России готовят масштабные сокращения уже этой осенью. Сократить работников планируют 12% компаний. Первыми сокращения начнутся в строительных компаниях. Спрос, видимо, на жилье снижается из-за дорогой ипотеки. Наиболее уязвимы те, кто не приносит никакой прибыли. Ну, это, то есть, административный персонал, это маркетологи и прочее. К этому добавляется еще одна новость о том, что наша республика является практически одной из самых, она входит в 5 регионов с наибольшим приростом задолженности. То есть, там, по-моему, на объем задолженности перед банком в среднем на одного человека, на одного жителя республики равен 780 тысячам рублей. Это было, кстати, в начале только этого года.
сейчас на данный момент пока нет данных, я не нашла. В прошлом году это было 730 тысяч рублей долг перед банком на одного жителя республики Саха. В общем, такая не очень хорошая статистика. Вот, но и пока работники ЖКХ и бюджетной сферы ждут свои честно заработанные, в правительстве проходит закрытые совещания. Как стало известно, замглавы республики Ольга Балабакина, значит, провела секретное заседание закрытое, где обсуждалась дыра в бюджете в более чем 600 миллионов рублей, которые необходимы для выплаты зарплат. Ну и вот те меры, которые были предложены, да, это оптимизация, ну, то есть сокращение рядовых сотрудников. То есть они не хотят бороться ни с коррупцией, они не хотят бороться ни с различными вот всеми любимыми праздниками и форумами, да, а они будут сокращать рядовых сотрудников. И совсем скоро мы все это увидим в социальных сетях. Мы увидим вот такие сообщения, да, вот меня уволили, мне сократили зарплату, там кому-то сократят рабочие дни, да, и на что нам выплачивать, в общем, кредит. Понятно, что предприятия, особенно связанные с бизнесом, они в первую очередь будут оплачивать свои долги перед контрагентами, ну, то есть свою кредиторскую задолженность, да, погашать. Вот, с людьми в этом случае можно будет поступать более так свободно, да? Например, отправлять их в неоплачиваемые отпуска. Вот, потом, чтобы потом попытаться с ними договориться, чтобы люди не писали жалобы в прокуратуру и так далее. Но это вот пока, да, такая ситуация, вот то, что мы сейчас наблюдаем. Дальше будет хуже. Мы все понимаем, что официальным цифрам верить нельзя, но экономисты говорят, что все вот это сокращение, вот эти долги, невыплаты и скрытая безработица в ближайшие месяцы приобретет лавинообразный характер, потому что у компаний просто нет денег. Я же говорю, да, что пока еще можно сообщений этих о том, что не выплачивается зарплата и люди отправляются в неоплачиваемые отпуска, еще пока единичные, да, ну уже они есть, но чем дальше, тем таких сообщений будет больше. И это при том, что недавно Путин хвастался, что в России рекордно низкая безработица. Вот, в общем, я почитала у экономистов, что пишут экономисты, да, какая проблема с этим в стране. И вот что они пишут. С началом кризиса в Российской Федерации не стало рабочих рук. Ну, это вот все было связано сначала с ковидом, а потом уже с полномасштабным вторжением в соседнее государство. Да? Сейчас другая проблема. Спрос на работу, в общем, есть, а предложений по работе будет все меньше и меньше. Вот. И вместе с этим нам, жителям Республики Саха, нужно понимать, что вообще мы, Саха, маломобильны. У нас обычно люди не едут вахтовым методом зарабатывать деньги туда, где эти деньги есть, где есть работа. Идея, ну, вообще просто этой работы больше, да. Опять же, каждый считает, поскольку денег мало, каждый считает, во что обойдется ему переезд, да, во что обойдется ему вот эти расходы, ну, транспортные расходы, да, все эти сборы, все эти, вот, снять жилье, опять же, там, да, на первое время иметь подушку какой-то безопасности. Совсем отчаянные люди, конечно же, они поедут искать работу, но средний якутянин, он переезжать куда-то в другой регион не будет. Он, скорее всего, будет оставаться на своем месте, в своем, я не знаю, небольшом городке, в своем поселке, где, например, одно предприятие, да, или два. И куда все эти люди пойдут, когда вот эти предприятия начнут закрываться. Вот, поэтому у людей начнутся очень большие проблемы в скором времени. Да, вот такой переезд вахтовым методом работы была бы на самом деле хорошим выходом из ситуации. Да, можно поехать, я не знаю, в Казахстан работать, да, вахтовым методом. Можно поехать в Монголию, пока она еще открыта. Можно поехать в Китай или, например, в Южную Корею. Ну, то есть в те страны, куда можно выезжать без визы, без оформления визы. Вот, но согласятся ли на это люди, тоже вот большой-большой вопрос. Единственный сейчас, кто пока еще будет оставаться на плаву, это, конечно же, силовые структуры, всякие Росгвардии, ФСБ,
Понятно почему. Потому что Путину нужна армия внутри страны, чтобы подавлять протесты. Вот. Ну и военные. Военные тоже, у них тоже будет пока более-менее ситуация. Вот, потому что Путин все-таки продолжает эту войну. Вот. Что в этой ситуации делает глава нашей республики? Ну, вообще о нем даже не хочется говорить, да? Наш Николаев, к сожалению, такой же, как вот эти многочисленные губернаторы. Тот же самый Цыденов, тот же самый Бату Хасиков, например, да, глава республики Калмыкия, или тот же самый Хавалык, да, глава республики Тува. То есть это все люди уровня сельского совета. Вот, никаких крупных таких вот решений, да, никаких очень, как скажем так, правильных управленческих решений они не принимают. Они просто не могут принимать никаких решений, чтобы решить вот такие масштабные проблемы, которые у нас уже есть и которые нас еще ждут в будущем. Вот, что хочется сказать. Вот. Ну, на самом деле проблема даже не в нем. Проблема не в том, кто управляет регионом, да, республикой. Таких людей, как Айсен, и даже еще хуже, будет очень много. Вот кого ни посади, система так построена, что никаких серьезных решений люди принимать не будут. Поэтому единственный выход вообще из всей этой сложившейся ситуации в стране у нас в республике – это независимость. Нам нужна независимость для того, чтобы мы сами смогли выбирать себе нормальных управленцев, чтобы мы сами могли себе выбирать тех людей, которые будут о жителях республики по-настоящему заботиться. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Я на этом сегодня закончу. Пожалуйста, призываю вас сделать 2 простых действия: подписаться на наш канал и поставить лайк. Всем спасибо. До свидания.